Здравствуйте. В эфире «Вести недели». Сегодня мы подводим итоги года с главой администрации города Канаша Михайловым Виталием Николаевичем. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Николаевич, подходит к концу 2020 год, начинаем строить планы на будущее, но, наверное, стоит сначала характеризовать, каким он был. Скажите, как в целом можно характеризовать 2020 год? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что для всех горожан он был особенным годом. Почему? Потому что была и с марта месяца у нас и пандемия, и хотелось бы отметить тех горожан, которые серьезно отнеслись ко всем ограничительным мерам. Они дали свои плоды, но на данный момент, конечно, ситуация до сих пор остается тяжелой. При помощи поддержки республики в городе Канаш очень много проводилось как раз для дезинфекции общественных территорий. Очень много, наверное, было высказано то, что для чего все это делается. Когда вы видели, что людей в защитных костюмах, которые обработают общественное пространство, общество разделилось на то, что нужно этого или не нужно. Но почему это нужно? Для того, чтобы как раз эта зараза не прошла и как можно меньше количество горожан заболели бы этой болезнью, которая сегодня косит наших близких. Я не ошибусь, если скажу, что, наверное, многие из нас уже столкнулись с тяжестью потери и утрат именно взрослого поколения, и именно наших наставников, наших друзей. Этот год такой был тяжелый в данном плане. В плане организации работы ЖКХ были предприняты ряд мер, которые мы планировали для того, чтобы безаварийно проходить и отопительный сезон, и зиму. Хотя, тем не менее, аварии они встречаются, вы сами этому свидетели. Но я хочу уверить горожан в том, что все коммунальные службы и все ремонтные службы готовы к выполнению задач. Необходимый перечень материалов для ремонта имеется. Ремонтные службы укомплектованы, поэтому мы будем проходить эти ремонтные моменты менее, наверное, заметно для всех нас, в том числе и вас. Отдельно, Виталий Николаевич, хочется заметить программу формирования комфортной городской среды. Я, как житель, живу около мегацентра, могу честно сказать, что многое поменялось. Вы сами знаете, улицу Свободы нам отремонтировали, Полевую, Дружбы. Скажите, есть ли какие-то проблемы с дальнейшей реализацией этой программы? И довольны ли вы тем, как она вообще идет? Программа действительно очень хорошая. Есть определенный скепсис у некоторой части населения города Канаша, что это их не коснется. Обязательно коснется. Обязательно условие участия в этой программе – участие самих граждан, жителей многоквартирных домов, так как они являются собственниками своего жилья. Поэтому нужен протокол соответствующий о проведении собрания, где более половины жителей отдадут желание за ту или иную конфигурацию той площадки, которую они хотят видеть. Вы обратили внимание, что в каждой дворовой территории сегодня они разные. Почему? Потому что разные проектные бюро готовят эти проекты в соответствии с пожеланиями граждан. То есть граждане, у нас есть даже эскизные проекты, можно в будущем сделать конкурс, когда люди на руке, на коленке набрасывали то, что хотели бы видеть, и это воплощалось уже в соответствующих проектах. Это где, например? Это и дворовые территории по проспекту Ленина, 33, это и в Восточном микрорайоне очень много было проектов. Граждане сами накидывали, где какие деревья посадить, где какие тротуары проложить, из какого материала, где должны быть площадки для машин, и чтобы они не мешали, были на удаленности от детских площадок, конфигурацию площадок. Вот Восточный 11, как память мне не изменяет, появилась хоккейная площадка многофункциональная с резиновым покрытием. 30 лет Победы 92А появилась завидная для многих площадка как раз и для воркаута, и для занятий спортом на открытом воздухе, и такая многофункциональная закрытая площадка для волейбола, и баскетбола, и мини-футбола. И такие площадки будут появляться в других районах. Улица Ильича 7. Когда утром проезжаешь с объездом в город, прям душа радуется именно, что такие возможности у горожан появились. А самое здесь, в принципе, ничего сложного нет. Участие граждан составляет 1%. В среднем, вы представляете, что на один вложенный миллион – это 10 тысяч рублей. Поэтому работа подъемная, работа по силам нам. Нам надо просто активнее в это включаться. И я вижу, констатирую факт о том, что если за предшествующие 3 года у нас было всего 11 территорий по этой программе, то только в этом году
мы осуществили благоустройство 18 территорий. Хотя планировали 19 с одним, к сожалению, есть и минусы. С одним из подрядчиков мы расторгли контракт в связи с тем, что он не справлялся с той работой, которую на себя взял. Не все работы мы у других подрядчиков тоже приняли. Почему? Потому что действительно в ходе проверки, чем хороши такие проекты? Население активно участвует в приемке. Население активно говорит о тех минусах, о тех недоделках, какие присутствуют. И мы, учитывая их мнение, тем более на каждом объекте у нас нанимается строительный контроль, который уже, исходя из строительных норм, проверяет те или иные принятые работы. Огромное спасибо той части населения, которая активно участвовала и не давала нам покоя в этих вопросах. На сегодня есть уже понимание того, что вот эта идея заражает остальную часть горожан. Очень много отзывов в сети о том, а почему в нашем дворе нет того благоустройства, какое есть, а почему в соседнем дворе сделали меньшее количество благоустройств. Я объясню, почему. Потому что действуют в городе различные программы. То, о которой мы с вами говорим, это комфортная городская среда. Но у нас есть еще средства, выделяемые Министерством транспорта Чувашской Республики на текущий ремонт дворовых территорий. Поэтому я прошу не путать. Это просто идет ремонт дорожного покрытия. То есть до каждого двора доберутся, но в свое время. Конечно. Тем более у нас есть заверение главы республики, что эта программа до 2024 года как минимум еще продлится. Потому что есть понимание того, что это необходимо людям. Раз уж сказали про главу республику, наверное, опять стоит ответить на вопрос по проспекту Ленина, потому что вчера прозвучал вопрос на пресс-конференции. Хотелось бы от вас получить более конкретную информацию. По проспекту Ленина у нас есть существующий проект. Общая стоимость строительства, по которому порядка 270 миллионов рублей. Мы идем в 2021 году, заходим с одним из этапов, который стоит 117 миллионов рублей. Почему такие суммы? Я объясню, что по проекту у нас идет расширение дороги и будет организовано движение транспорта по 2 полосы в каждом направлении. Поэтому проезжая часть расширится, не сильно, но расширится. Появится бордюрный камень, будут отремонтированы тротуары, появится ливневая канализация и дренажная система, то, что мы делали в этом году по улице Фрунзе. Плюс будут меняться столбы освещения, светильники у нас не будут меняться, потому что мы эту работу уже 3 года назад провели. И в целом элементы благоустройства появятся, включая остановочные павильоны, мусорно-контейнерные площадки, такие моменты. Я хочу заверить вас о том, что в этом году уже с января месяца мы начнем конкурсную процедуру. В прошлом году мы 2 раза уже объявляли аукцион, ни один из подрядчиков не вышел. Работа, конечно, сложная, мы все это прекрасно понимаем. И даже по улице Фрунзе очень было много отзывов и нетерпения со стороны горожан, что почему так долго, почему не так, как хотелось бы, почему здесь мы трудности при переходе через дорогу. Мне, хочется сказать только одно, что нужно немножко потерпеть. Поэтому, если эта работа будет осуществляться комплексно сразу всем участкам дороги, мы понимаем, что будет какой-то коллапс. Будем к этому вопросу подходить поэтапно. И вот здесь уже наводящий вопрос как раз, почему, я отвечу на другие вопросы, почему мы в этом году большой ремонт дорожного покрытия провели по улице Канашской, улица Свободы, улица Полевая, улица Дружба, улица Богдана Хмельницкого, улица машиностроителей, от машиностроителей до улицы Фрунзе. Все это сделано для того, в предшествующие годы улицы Чкалова, чтобы разгрузить потоки в связи с предстоящим реконструкцией как раз проспекта Ленина. Потому что одно дело, мы начнем ремонт в одном месте и потом ездить негде будет. Другое дело, у нас уже есть какие-то запасные варианты. Замечательно. Виталий Николаевич, совсем недавно был принят 5-летний план развития республики. Мы знаем, что заранее подавались проекты на то, какой глава что просит сделать его в городе. Расскажите, пожалуйста, какие предприятия готовятся, сколько рабочих мест будет создано? Начну, наверное, с того, что сегодня город признан территорией опережающего развития. Исходя из этого документа, те новые бизнесы, которые сегодня заходят в город, будут пользоваться определенным перечнем льгот. То есть они будут освобождены от уплаты земельного налога, от уплаты налога на имущество. Они будут в первые 5 лет четверть только налога на прибыль платить, и последующие 5 лет половину налога на прибыль. У них будет льготный
выкуп земли. Ну и самое главное, что эти предприятия от зарплаты своих сотрудников будут платить страховые взносы 7,6%. Это почти в 3,5 раза меньше, чем все остальные. Поэтому это колоссальные льготы, которые как раз должны привлечь инвесторов в город Канаш. Ну и это не все. Все вы видели, что и очень много было вопросов, какая площадка построена в микрорайоне Элеватор. Это индустриальный парк. Сегодня один из резидентов уже активно выпускает продукцию. Это завод холодильников компании «Аркто». И у меня огромные слова благодарности именно собственникам этого завода и руководящему составу, что они выбрали город Канаш площадкой для осуществления своего проекта. В тесном взаимопонимании мы сегодня с ними работаем, включая уже и обращение этого предприятия, и ряд каких-то инфраструктурных моментов мы снимаем, которые как раз в ходе работы выявляются. Это и появление нового тротуара для удобства сотрудников, чтобы они не переходили проезжую часть, и определенные такие моменты. Вы сегодня тоже обратили внимание, что начали первый этап как раз освещать дорогу на Элеватор. Здесь нам республика помогла. Это только первый этап, работа будет продолжена, и освещение дойдет до самого Элеватора как раз. Дорога будет светлая и безопасно будет по ней передвигаться. По нашим проектам. «Аркто» – это не единственный проект. Сегодня у нас есть инвесторы, которые уже процедуру перерегистрации запустили из города Калуги. Это будет завод кондитерских изделий. Не буду заходить вперед, чтобы не сглазить. Миллиардный проект. Инвесторы будут вкладывать почти $1 миллиард рублей в это дело. На конечном этапе, на выходе на полную мощность, порядка 300 рабочих мест. У «Аркто» такая же перспектива. Это только первый цех, который они сегодня построили. Это не весь завод. Поэтому мы ждем как раз увеличения примерно тоже на такое количество. Есть проект по производству полиэтиленовых труб и расширение выпуска продукции предприятием «Аура ТСВ». И не только той продукции, которую сегодня выпускают, но еще ряда видов продукции, которые будут выделены в отдельные производства и в отдельные юридические лица. Спасибо. В текущем году вашу кандидатуру поддержали на пост главы. Скажите, как вы оцениваете свою работу и поменяете ли подход? Во-первых, у меня огромные слова благодарности депутатскому корпусу. Все-таки последнее слово было за депутатами города Канаша. И все 21 депутат поддержали мою кандидатуру. Огромное им спасибо за это. Но поддержка, наверное, она тоже вызвана не чисто какими-то, где-то, может быть, и моральными позывами, но все-таки тот действующий депутатский корпус, который был до этого, и сейчас у нас есть взаимопонимание тех вопросов, которые мы должны решить. Мы уже с первых дней моей работы выстроили отношения с депутатами так, что каждый депутат знает те проблемы того микрорайона, интерес которого он представляет. И поэтому, наверное, мы нашли тот баланс, когда есть определенное табу и есть определенная градуировка, по которой, по крайней мере, любой округ какой-то вид помощи получит именно от города, и их проблемы будут подниматься на уровне республики. И это мы планомерно решаем. Даже вот взять тот же самый ремонт дворовых территорий по Минтрансовской программе. У нас 21 округ и 21 придомовую территорию мы ежегодно хотя бы одну ремонтируем. Раз уж мы затронули собрание депутатов, которое поддержало в очередной раз вашу кандидатуру, хотелось бы отметить, что совсем недавно было принято важное решение на собрании депутатов, которое называется «Инициативный проект». Как раз вы говорили о том, что жители начинают участвовать в жизни города, могут выбирать проекты, которые им нравятся в их дворах. Теперь получается, что они могут влиять на, в целом, как бы правильно сказать, на благоустройство города в целом, на его жизнь. Я бы немножко раз поправил. Проект, как вы говорите, инициативный, это программа была чуть раньше запущена в республике нашей. По ней как раз поддерживаются проекты инфраструктурных таких инициатив, но софинансирование там чуть-чуть по-другому складывается. От 15 до 30% ложится на плечи самого населения. Это не та комфортная городская среда, которую мы начали, но здесь в основном по опыту своей работы я вижу, что здесь как раз подключается частный сектор города.
В прошлом году мы 5 улиц отремонтировали. Где-то появилось асфальтовое покрытие, где-то щебеночное покрытие появилось. Как раз по этой программе. Потому что финансирование граждан, в городе мы так приняли, что минимальное 15%. Все эти проекты проходят конкурс «Минстроя Чувашии». И мы всегда, в принципе, благодаря тому, что софинансирование все-таки не совсем маленькое, и благодаря тому, что у нас большая вовлеченность в это, наши проекты выигрывают. Основным из критериев отбора является как раз вовлеченность населения в тот или иной вопрос. И в дальнейшем мы будем выстраивать работу так, что если есть инициатива населения, мы их поддержим и пойдем немножко дальше. То есть вот так. То та часть населения, которая будет активно участвовать в тех или иных процессах, мы найдем варианты и способы помочь еще. А насколько проста процедура? То есть кто-то придумал проект, обратились к вам, и вы все разрабатываете, да, получается? Как это работает? Всю процедуру мы со стадии первой инициативы уже сами сопровождаем. То есть и те протоколы, какие нужны, формат протоколов, количество участников мы предлагаем, и люди уже сами собирают подписи, сами активно участвуют в том или ином, выбирают то покрытие, какое они хотят видеть. Фактически по программе, я в кавычках назову инициативное бюджетирование, могут участвовать проекты водоснабжения, проекты водоотведения, проекты освещения, и, как я уже сказал, что как раз твердое асфальтовое покрытие. Пока практика показывает, что у нас больше все-таки пока нужд именно в сфере организации дорожного движения. В первую очередь, да. Мне очень интересный вопрос просто. А сколько по времени занимает? К вам приходит человек, например, хочу благоустроить площадку во дворе. Начинаете разрабатывать, начинаете подбирать подписи. Сколько по времени? Сколько это, полгода уходит на все? Где-то, вы правильно подметили, где-то полгода, где-то и 3 месяца. Все зависит от оперативности. Первый проект по комфортной среде, кстати, тогда я еще не был главой администрации, но я как активный гражданин участвовал в этом. Мы смогли собрать единомышленников только с 5-й попытки. Именно необходимое количество подписей. Я, наверное, не совру, если скажу, что Центральный городской парк города – это одно из любимых мест отдыха населения. Мы видим, как он меняется с каждым годом. И сейчас есть информация о том, что у нас появится лыжная трасса. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, действительно, большое благоустройство было проведено в рамках комфортной городской среды федеральной программы уже. Здесь мы расширили дорожки, во-первых, постарались не тронуть ни одно дерево, поэтому где-то зигзаги появились, о которых мы тоже много слышали. Затем пошли дальше, уже появились дорожки, соединяющие внутренние какие-то там моменты. И очень много малых архитектурных форм появилось. Пошли дальше. У нас действующий скейт-площадка, которая у нас была в прошлом году, спортивная общественность города изъявила желание построить лыжную трассу. Что она в себя включает? Мы делаем профессиональную трассу, на которой можно будет проводить республиканские соревнования. Основная, конечно, стоимость трассы – это освещение. Сделана вся трасса, которая будет протяженностью 3 километра, построена линия электропередач, кабеля уложены в подземном исполнении, современные как раз идут опоры и светильники светодиодные. И тут еще появляются элементы, которые являются обязательным атрибутом тех лыжных трасс, какие должны быть, потому что это потом будет все включено в паспорта. И это получается и горка, которую вы тоже все видели, большая там конструкция, то есть должны быть определенные перепады высот. И будут естественные уклоны, тоже это все будут учитаны. Плюс появляются раздевалки, и плюс появляются инвентарные. И вы еще обратили внимание, что установлены трибуны. Были ряд вопросов, конечно, в плане того, что проекты некачественно были выполнены. Мы поэтому определенное время потеряли как раз с этими проектами. Но, как сегодня уже не раз говорилось, мы на своих ошибках учимся. В дальнейшем эти ошибки не будут уже иметь место в других проектах. На данный момент я говорю о том, что работы близятся к завершению. Я думаю, как раз в новогодние праздники мы все с вами будем иметь возможность прокатиться и участвовать в тех или иных мероприятиях. Какие планы вы ставите перед собой на 2021 год? В 2021 году планов у нас очень
казалось бы, немало. Во-первых, мы перед собой задачу поставили в связи с тем, что очень много обращений со стороны граждан в плане отопления. Сегодня нас поставили первую задачу, как раз у нас немаленький микрорайон Восточной улицы Репина, это примерно 12-14 тысяч населения города Канаша. Та котельная, которая не справляется сегодня как раз с оттоплением этого микрорайона, будет постепенно выводиться из эксплуатации и будут построены 3 моноблочных котельных, которые как раз разобьют вот этот микрорайон большой на 3 части. Мы, во-первых, прогнозируем экономию как раз на энергоносители. Это в пределах, если действительно мы по проектным частям пойдем, порядка 20% мы будем экономить, включая, то есть все вместе, и электроэнергию, и газ, и плюс уйдут потери с теплотрасс, которые уменьшатся своей протяженностью. Плюс у нас амбициозные планы сделать так, чтобы не только котельные построить, но и заменить все сети как раз и поставить специализированную запорную аппаратуру при входах в дом, чтобы она автоматически регулировала подачу необходимого количества энергоносителей в дом. То есть это будет как раз и для горожан самих, будут установлены соответствующие счетчики, и, соответственно, люди будут платить за то тепло, которое реально потребили, и оно не будет в том объеме, который превышает заданное значение. Мы уже заметили, что те дома, которые стоят первые в линии, у них жарко не открывает форточки, а те, которые в конце, вынуждены мерзнуть. Поэтому вот эти перегибы мы постараемся в этих проектах как раз всех учесть. Это котельные будут такие же, как в Северном районе? Эта котельная будет такая же, как на улице Свободы. Кстати, по улице Свободы тоже для нас это был первая ласточка. У нас тоже первые 2-3 месяца были там проблемы, и мы их выявили. Почему? Потому что котельные очень умные, скажем так, там применены очень много систем защиты и очень много начальных этапов искусственного интеллекта, скажем. Она уже следит и за температурой окружающего воздуха, и температурой теплоносителей, и уже регулирует все это сама под заданные параметры. В связи с тем, что нами была первоначально установлена температура плюс 8 окружающего воздуха, естественно, она сама автоматически отключается и включается, и у населения были определенные моменты, что вот ночью выключаете, днем включаете, там, или наоборот. Вот эти моменты мы в ходе как раз контакта с населением старались снимать. И сегодня показатель уличного теплоносителя мы увеличили, чтобы она не отключалась в самый неподходящий момент. То есть это автоматика просто сама выключала? Это полная автоматика. И, кстати, у меня есть доступ к ней, я вижу все параметры, как она работает, когда были аварийные ситуации. Поэтому все это в режиме онлайн. Это какой-то удаленный доступ, как в 21 веке? Да. Так, давайте все-таки про Новый год. Не могу не спросить, как вы планируете отмечать Новый год? Новый год – это семейный праздник, я его буду праздновать в кругу семьи. Виталий Николаевич, по доброй традиции, давайте поздравим жителей города с Новым годом. Уважаемые канашцы, дорогие друзья, вот и подходит к концу 2020 год, который принес нам очень много вызовов. Но мы вместе с вами достойно все их преодолели. В 2021 году нам предстоит огромная работа по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту улиц. И эту работу мы можем сделать только вместе. В 2021 году желаю всем достатка. Желаю, чтобы вы радовались успехам своих детей и близких. Желаю любви, счастья, благополучия. С наступающим новым 2021 годом. Дорогие телезрители, на этой доброй ноте наша передача подходит к концу. Всего вам доброго. До свидания.